Приветствую всех зрителей телеканала Якутия-24. С вами Марфелина Алексеева в программе News on Air. Давайте приступим к обзору самых интересных и актуальных новостей Якутии. Якутян ожидает новый проект от косплеера Аяла Федорова. Как думаете, что это? Учитывая его предыдущие масштабные проекты, горожане заинтригованы. Ну а в центре столицы презентовали новый мурал. Мурал посвящен Году матери в республике и Году культурного наследия в стране. Рисунок изображен на фасаде здания по адресу Орджоникидзе, 7, инициатор проекта, главный редактор журнала «Журфикс» Яна Угарова. Мурал создан благодаря грантовой поддержке окружной администрации столицы. В работе принимали участие студенты Арктического государственного института культуры и искусства, а также воспитанники благотворительного фонда «Харысхал». В начале марта я ехала из Казахстана через Москву в Якутск. Было немножко грустно. Я подумала, что было бы здорово в нашем городе сделать что-то яркое, жизнерадостное и прямо в центре Якутска, чтобы это радовало людей, поднимало им настроение. В этом мурале отражены такие вот наши прекрасные праздники, как Год материнства в Республике Саха-Якутия, Год культурного наследия в России. Да? Но вообще я думаю, что еще что дети – цветы жизни. Все мы знакомы с красотой ленских столбов, но в Якутии они не единственные. Предлагаю знакомиться с невероятной красотой синских столбов. Это чудо природы тянется вдоль речного берега реки Синяя на 80 километров. Скалы имеют различные причудливые формы, столбы, шпили и башни. Причем на многих из них археологи и местные жители нашли следы древней наскальной живописи. Хотя синские столбы не столь расписаны, как ленские, но они не уступают им по красоте, особенно в том месте, где бурлящий поток реки Синий уходит прямо под скалы. Кольцевое солнечное гало накануне наблюдали жители Чурапчинского района. Одно из красивых атмосферных явлений возникает из-за преломления света, проходящего через кристаллы льда. Молодежь города Мирного продолжит заниматься парашютным спортом совершенно бесплатно. Спортивный клуб парашютистов «Феникс» выиграл президентские и республиканские гранты. Сумма двух грантов – 1 миллион 600 тысяч рублей. Клуб занимается военно-патриотическим воспитанием молодежи Мирнинского района. Благодаря грантовой поддержке дети занимаются в «Фениксе» бесплатно. Всего за 8 лет существования клуб выиграл 15 грантов. Средства идут на оплату полетов, покупку экипировки и парашютов. Эти гранты выдаются на военно-патриотическое воспитание в процессе подготовки парашютистов. Военно-патриотическое воспитание приобретает особый смысл и особую ценность. Поэтому я надеюсь, что мы продолжим вот эту вот тему развивать и реализовывать вот эти вот гранты, которые мы получили. Сейчас я вам предлагаю окунуться в деревенский быт, о ежедневном тяжелом труде и секрете вкуснейшего молока в следующем материале. Обычное утро жителей села Кюндядя Нюрбинского района. С самого раннего утра те, кто держит коров, торопятся в пункт сдачи молока. Житель села Аркадий Николаев ежедневно сдает более 200 литров молока. И это не предел, бывало привозил 300 литров, и это только за день. В его крестьянском хозяйстве более 20 дойных коров. Свежий удой ежедневно без единого выходного отправляется на тракторе в молокозавод. Так что про выходные Аркадий Николаевич слышал разве что из уст бюджетников. Ну, в месяц почти 10 тонн, почти так. Год мы сдаем 60 тонн, и чуть-чуть больше бывает, некоторые года. У нас крупнорогатного скота почти 88, как дойный коров у нас сейчас 25 дойный коров.
И еще мы держим лошадей. У нас кобылы сейчас 20. Вот так. Основной поставщик молока – это агрофирма «Кюндядинская», которую удалось сохранить еще с советских времен. Хозяйство в связи с сезоном большого молока в сутки сдает около 2 тонн молока. Секрет хорошего удоя весьма прост. Руководство агрофирмы платит хорошие деньги за каждый литр молока, поэтому каждая доярка заинтересована в хорошем удое, что называется «как поработаешь, так и заработаешь». На лето где-то у меня 7 рублей или 8 рублей получается, и удувается там 2,5 рубля. Ну, нравится, как бы он сколько литров, ну, тонн надоел, и умножаем, и получается у него зарплата. Если не секрет, дояр в среднем сколько у вас зарабатывает? Сколько получается? На лето, да, вот самый сезон лета, конечно, у них где-то под 100 с лишним, ну, как работает работник. Но в среднем, как бы, если на летний период у нас получается где-то 70, вот 60-70 тысяч, а в зимнее время, да, в зимнее время у нас тоже где-то вот 50-60 тысяч получается. В молочном цехе перерабатывающего кооператива «Влада» каждый день сдают более 3000 литров молока, из которого делают около 10 разновидностей молочной продукции, начиная от пастеризованного молока, заканчивая итальянским сыром качотто. По госзаданию Минсельхоза кооперативу в этом году поручили квоту на переработку и заготовку 3748 тонн молока. У нас где-то человек 20 крестьянских фермерских хозяйств и одно предприятие, акционерное общество «Кюндядинское». В нашем коллективе работает один лаборант, один мастер-технолог. Каждый день лаборант принимает молоко и делает каждый день анализы жирности, плотности, кислотности. И еще она проверяет пастеризацию продуктов, готовой продукции, влагу проверяет каждый день. Сезон большого молока для единого заготовителя – это тот период, когда нужно выполнить основную часть заданного плана. Поэтому работники «Влады» в летний период работают в форсированном режиме. Вся их свежая продукция каждый день появляется на прилавках магазинов не только Нюрбы, но и соседнего Сунтарского района. Роман Савинов, Эдуард Васильев, Нюрбинский район. В Тверской области в военно-патриотическом лагере имени легендарного якутского снайпера Федора Охлопкова стартовала вторая смена «Вахта памяти Ржев. Дальний Восток». В этом году ее участниками стали более 100 студентов из Якутии, Приморья, Бурятии, Забайкалья и других дальневосточных регионов. Также на вахту заступили и студенты из Москвы. Ребят можно назвать настоящими проводниками исторической правды. Ведь до конца смены, до 17 июля, им предстоит с головой окунуться в поисковую деятельность, своими глазами увидеть места сражений Великой Отечественной войны, жить в полевых условиях, пройти мастер-классы по работе с поисковым оборудованием, а затем применить эти навыки в поле. Главная их миссия – найти военные артефакты, например, гильзы, медальоны или письма, и постараться вернуть в историческую летопись имена героев. Этот лагерь назван в честь моего земляка Федора Матвеевича Охлопкова, который воевал здесь. Много якутян было здесь поднято и до сих пор находится. Конечно, я приехала сюда и езжу на раскопки не из-за патронов, гильз, из-за гранат, а ради раскопок, самих раскопок, найти бойца, идентифицировать его, передать его родным и близким. Это очень важно, и для меня это очень ценно. Но мы очень рады, что мы сюда попали вообще. Знания нам нужны для того, чтобы, во-первых, продвигать это в своем городе и давать пример другим, именно молодым людям, чтобы они реально заинтересовались военной темой и становились более хорошими патриотами своей страны. Алроса снова распахнула двери в свою сокровищницу. Сверкающая экспозиция выставлена в алмазных городах в Мирном, Удачном и Вайхале. Дом культуры «Алмаз» в городе Мирном на время превратился в настоящую сокровищницу. Алмазный фонд «Алроса». Под таким названием открылась выставка алмазодобывающей компании. В эти дни здесь в витринах представлены алмазы, добытые предприятиями «Алроса» в разные годы, а также бриллианты и ювелирные украшения, созданные мастерами компании. Кто добывают алмазы, жители Мирнинского района, многие не видели алмазы вживую. Действительно так, наверное, есть. И сегодняшняя выставка, фонд «Алмазный фонд Алроса» действительно даст
когда я зашла среди первых посетителей, я столкнулась вот с этим эффектом удивительным. Как будто ты Суммарный заходишь, вес всех собранных здесь экспонатов более ты не веришь, что это 2500 натуральные карат. алмазы, потому Здесь что, может быть, представлены очень алмазы редко редких выпадает цветов, такая форм и уникальная размеров, возможность. а у самых Я необычных стояла, как кристаллов маленький есть ребенок, свои и имена. себе же задавала вопрос: неужели это все настоящее? Гиды подробно расскажут гостям о тонкостях огранки и оценке каждого камня. Выставка в Мирном продлится до 17 июля. Далее экспозиция отправится в Удачный и Айхал. Мария Кардашевская, Анна Винокурова, Кирилл Шолохов, Александр Еремин, Мирный. На этом наш выпуск подошел к концу. Я всем желаю хорошего настроения и отличного, успешного дня. Встретимся завтра в эфире телеканала Якутия-24 в 11 и 17 часов. До встречи в эфире.